Селям алейкум. Теория привязанности утверждает, что наша потребность в эмоциональной близости с другими безусловна. А в близких отношениях мы по-настоящему зависим друг от друга. И эту интересную тему мы пригласили к нам обсудить Ирисмаль Исмаилову, врача-психотерапевта и психиатра. Селям алейкум, Ирисмаль. Что же такое любовь с медицинской точки зрения? Любовь – это наш лучший механизм выживания. Человек – существо не только социальное, но и нуждающееся в особой близкой эмоциональной связи с другими. Поэтому мы испытываем эту потребность привязанности с самого-самого раннего детства. И взрослея мы стремимся вступать в отношения, создавать свои семьи, потому что эта потребность у нас довольно сильная. И да, мы себя намного лучше чувствуем психологически, когда знаем, что состоим в эмоционально безопасных, близких отношениях с другим человеком. Мы себя чувствуем увереннее, значимее, ценнее. Если мы так устроены, что стремимся вступать в отношения, тогда что движет людьми, когда они эти отношения разрушают? На первый взгляд может показаться, что вот у них отношения ухудшаются, причем стремительно, и главная их проблема в том, что они не умеют сдерживать свои эмоции, особенно негативные по отношению друг к другу. Но нужно признать, что если я состою в отношениях с другим человеком, то я эмоционально зависима и привязана к нему. И если он мне так или иначе дает понять, что наши отношения действительно ухудшаются, я не чувствую от него заботы, внимания, защиты, у нас нет какой-то близости. И я, конечно же, понимаю, что для меня это становится небезопасно. Я стремлюсь понять, что происходит. И да, мой мозг в этот момент реагирует на это как паника. И включая вот эту первобытную панику, я вместе с этими эмоциями на человека нападаю или думаю, что мне надо очень быстро убегать от него. Когда вот на тебя нападает твой любимый человек, ты можешь не понимать, что происходит. А по сути, что бы ни послужило поводом к какому-то нападению, размолвке, о чем бы люди ни говорили, на самом деле они хотят услышать для себя ответы на главные вопросы, чтобы сохранить вот это понимание того, что они сейчас находятся в безопасных для себя отношениях. Я хочу знать, ты со мной, ты за меня, если я, грубо говоря, позову, ты точно всегда откликнешься, отзовешься. Могу ли я на тебя рассчитывать, могу ли я получать от тебя защиту? Если я не получаю от тебя вот каких-то ответов на эти вопросы, или то, что ты мне говоришь, заставляет меня только сомневаться в этом, то да, я, возможно, буду еще несколько предпринимать попыток, чтобы нападать на тебя, но человек, на которого нападает, как реагирует? Ну, обычно как бывает, что вот одна сторона нападает, а другой думает, так, на меня нападают, меня критикуют, значит, я не так ценен, не так важен, ну что я могу сделать? Я могу только удалиться, отдалиться как-то. Конечно, все намного хуже становится, когда тот человек, который пытался бороться за свои отношения, так и не добившись какого-то отклика, перестает, грубо говоря, нападать. Со временем люди могут вот так очень серьезно отдалиться друг от друга, и их отношения таким образом действительно могут сойти на нет. Получается, мы стремимся к отношениям, чтобы удовлетворить свою потребность в безопасной эмоциональной связи. Но для этого нужно постоянно прикладывать какие-то усилия. Вот что бы вы посоветовали людям, которые как раз сейчас работают над этими отношениями, понимая, что они ухудшаются? С кем бы мы ни жили, с кем бы мы ни построили свои отношения, в первую очередь мы живем с самим собой. И да, имеет смысл попытаться понять, почему мы когда-то выбрали конкретно этого человека. Почему именно этот человек? Какие у нас были скрытые желания, какие у нас были потребности, что мы увидели в этом человеке, когда сделали выбор в его пользу. Конечно же, хлопок бывает от двух ладоней. И если я состою в отношениях, то да, мне нужно ежедневно прилагать какие-то усилия для того, чтобы давать человеку понять, что да, тебе со мной безопасно, я предоставлю тебе защиту, заботу, все то, в чем ты, может быть, нуждаешься, для того, чтобы понимать, что я для тебя никакой угрозы не составляю, ты в этих отношениях можешь наполняться и можешь впоследствии хоть целый мир завоевывать. Также и я должна это получать. Но это не от случая к случаю, а фактически в каждом дне это должно так или иначе читаться.
Насколько у нас это распространено, обращаться к специалисту вот с такой вот проблемой, вот вы как специалист в этой сфере, и когда, в каком случае все-таки требуется обратиться к специалисту, чтобы спасти отношения? Я могу отметить, действительно, в последние 5 лет идет стремительное увеличение количества людей, которые готовы обращаться за профессиональной помощью. И да, если расценивать жизнь как школу, то супружеские отношения — это как высшая школа. Здесь нужно сдавать самые сложные экзамены. И все то, что я сказала до этого, казалось бы, и так понятно, и логично. Какая здесь может быть такая особая наука? Этому действительно стоит учиться, над этим действительно стоит работать, и это не всем удается с какой-то легкостью. Надо понимать, что люди, очень стремительно ставя точку в своих ухудшающихся отношениях, они упускают возможность для собственного личностного развития, потому что именно в отношениях мы лучше можем понять и узнать себя. Не стоит этой возможностью пренебрегать, и если не удается справиться самостоятельно, может быть, стоит обратиться к психотерапевту за индивидуальной или семейной психотерапией.